Добрый день, дорогие читатели библиотеки Smart. Сегодня мы продолжаем наш ряд информационно-познавательной видеолекций, посвященной музыкальному стилю и жанру. Сегодня мы поговорим о крупном направлении, а именно о народной музыке. Народная музыка – это музыкально-поэтическое творчество народа. Это его неотъемлемая часть творчества, существующего, как правило, в устной форме, передаваемого из поколения в поколение. Одна из главных ветвей музыки, стоящая наравне с музыкой популярной, классической и передаваемой в устной традиции. Народная музыка, как правило, не записывается и обучается по памяти, слушая игру или пение других исполнителей. Носителями этой музыки не являются музыканты-профессионалы, а в основном самоучки. Переходя от исполнителя к исполнителю, в процессе коллективного сотворчества народная песня подвергается изменениям, возникают ее вариации. Приведенная дефиниция отделяет народную музыку от других видов музыки, подчеркивая не городской, а именно сельский характер, то есть ее примитивные методы исполнения. Народную музыку можно также определять через связь с определенной этнической общностью, в которой она бытует. Эта музыка обычно развивается вне институтов школы или церкви. Данные характеристики народной музыки верны особенно по отношению к сельской культуре. Музыкальный фольклор – это культурное наследие предшествующих поколений, которое дает представление об образе жизни, обычаях и традициях наших предков. Изучение музыкальных жанров народного творчества расширяет кругозор, приобщает к духовным ценностям, развивает эстетический вкус. На занятиях в детских школах и в школах искусств знакомство с направлением происходит путем прослушивания и разучивания произведений, в основу которых взяты народные мелодии. Погружаясь в творческую атмосферу быта деревенских людей, мы начинаем понимать красоту мелодий, простоту и прелесть танцевальных движений, добрый смысл, заложенный в песнях и текстах. Разнообразие жанров дает понимание музыкальной одаренности и духовности, развитости прошлых поколений. Тяготение к выражению своих эмоций через музыку и танцы говорит об одухотворенности человека, о его нравственной культуре. Знакомство с народным репертуаром и развитие исполнительного навыка должно идти в тесной связи с приобретением знаний об истоках музыкального творчества. Углубленное изучение жанров, особенностей исполняемых пьес способствует точному пониманию музыкального образа и, как следствие, выразительного исполнению музыки. Обучение игре на любом инструменте должно происходить в тесной связи с беседами о музыке. Мы считаем важным давать разъяснения о стиле, в котором написано произведение, о композиторе, о его эпохе, о роли данного музыкального жанра в жизни людей. Песня, танец, национальный костюм – это элементы народного творчества, дополняющие друг друга. Полезно слушать разные варианты исполнения одного и того же произведения. Песня «В саду ли в огороде», которую исполняют на самых первых уроках фортепиано, можно услышать в опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В сцене, где белочка грызет орешки, эту тему проводит флейта. Также, к примеру, задорный танец «Камаринская» взял за основу своей симфонической фантазии Глинка. В финале 4-й симфонии Чайковского звучит песня «В саду ли в огороде». Давайте сейчас прослушаем отрывок из пьесы, а вы попробуйте представить и описать для себя картинку, которая возникает у вас в мыслях. Еще один пример музыкального народного творчества – песня «Ходила младшенька» в одноголосом исполнении для фортепиано. Песня написана в жанре лирической хороводной, то есть это танец со словами. Следует обратить внимание на то, что последняя фраза каждого куплета повторяется и становится первой фразой следующего куплета, что характерно для народного творчества. Традиция водить хоровод возникла еще в языческие времена, когда люди прославляли солнце как источник света и тепла. Позже хоровод стал обрядовым танцем, который исполняли на праздниках и на народных гуляниях.
В музыкальных школах часто взято за основу изучения фольклорного творчества, так как это воспитывает в ребенке, как в юном музыканте и в личности, эстетический вкус, уважение к родине, предкам, красоте и мелодичности. Эти особенности музыкальной формы способствуют развитию полифонического мышления, мелодического слуха ребенка, а лирические народные мелодии пробуждают желание более глубокого изучения музыкального фольклора и народного творчества в целом. Таким образом, включение в репертуар музыканта народных произведений позволяет развивать интерес у ребенка к народному творчеству, открыть ему неисчерпаемое богатство талантливой русской души, уважение к своим корням, почитание традиций и изучение творческого наследия ушедших поколений помогает воспитать духовно развитую личность, патриота, искренне любящего свой край и свою родину. Таким образом, фольклорное творчество является неотъемлемой частью становления личности каждого. Поэтому так важно приобщать младшее поколение к народным традициям и этническим составляющим. А музыка сможет вам в этом помочь. Что ж, спасибо за просмотр и до новых встреч!